Дорогие друзья, у каждой хорошей идеи всегда бывает начало. Знаете, как в Библии сказано, сначала было слово. Вот и у этого замечательного явления, которым является, которое под названием Форум научно-технических вузов, тоже были свои идеологи, свои инициаторы. Когда-то 7 лет назад, вообще время летит очень быстро, уже удивительно, что это мы 6-й форум проводим. 7 лет назад, когда к нам в постоянный комитет пришел сотрудник, тогда это МАТИ, Московского авиационно-технологического института, Моденов Владимир Александрович, и сказал, что у него есть идея такая, собрать форум российско-белорусских вузов, научно-технических, то мы, естественно, сразу не знали, как это сделать, но постепенно эта идея нашла свое воплощение. Я уверен, что Владимир Александрович сейчас находится среди нас. Я хотел бы его поприветствовать. Владимир Александрович, где вы? Мое слабое зрение не позволяет выделить в этой большой толпе народа сразу, или он еще не пришел сюда? В любом случае, давайте ему скажем спасибо и поприветствуем. Вообще мы уже привыкли, так как-то, видимо, жизнь устроена, что любое хорошее начинание, оно находит свое воплощение не благодаря, а вопреки, так сказать, в преодолении, в очень длительном согласовании, очень мучительных, так сказать, переговорах и так далее. Сейчас это тот счастливый случай, когда нам не пришлось преодолевать никакого сопротивления. И здесь, в Республике Беларусь, и на уровне, так сказать, Госкомитета по науке и технике, Министерства образования, и Академии наук, и в Российской Федерации на всех смежных структурах мы получили полную поддержку. Вопрос только вставал о том, где деньги взять, это у нас обычное явление, так сказать, где деньги взять, да, ну как-то какое-то количество там наскребли, в общем, достаточно для того, чтобы вот проводить такой форум. И я, конечно же, очень признателен всем, кто оказывал в этом поддержку, и сейчас это уже плод коллективного нашего труда, и вообще форум живет уже своей жизнью самостоятельно, и слава Богу. В чем причина того, что мы так легко откликнулись на именно эту тематику? И, так сказать, собрались и собираемся, и продолжаем собираться. Причины очень простые. Во-первых, любая наука, в том числе и научно-техническая, и инженерная наука, она требует общения ученых, общения единомышленников всех стран. Россия и Беларусь в данном случае это только центр этого форума, а в принципе это же открытый форум, он держит двери открыты для всех, кто пожелает в этом участвовать. И не случайно сегодня были перечислены представители тех научно-технических кругов, тех стран, которые здесь представлены. Это первое. Второе. У нас в российско-белорусских отношениях, наверное, научно-техническая тема занимает особое место. И связано это и с природой, во-первых, явления. Дело в том, что еще в советское время Республика Беларусь всегда была в рамках тогда еще Советского Союза такой территории высокого технологического передела. Это и тяжелая карьерная техника, это и космос, это и электроника, это и программирование, машиностроение во всех видах. И все это сохранилось, во-первых, благодаря, так сказать, самому народу Беларуси и его руководству, сделали все, чтобы сохранить этот потенциал. А во-вторых, все-таки за счет широких связей с российскими коллегами. А сейчас, как мы видим, не только с российскими, но и вообще в международном смысле. Поэтому для Республики Беларусь это научно-технический аспект деятельности, вообще высокотехнологичная продукция, это вопрос
вообще, если хотите, существование государства и выживание, потому что республика не имеет богатых, так сказать, природных ресурсов и выживает за счет своего ума, за счет своего интеллекта, за счет своего трудолюбия. Для Российской Федерации тоже этот аспект важен, несмотря на то, что Россия, так сказать, избалована энергетическими углеводородными ресурсами и несколько поутратился интерес к развитию инженерии и высокотехнологичной продукции. Но, к счастью, осознание того, что этот пробел надо восполнять, пришло, и поэтому сейчас тоже активно ведется работа по развитию высокотехнологичных видов производства. Поэтому здесь интересы совпадают, и это тоже очень важно для нас, для двух стран и для союзного государства, как структуры, которые призваны, в общем, крепить это единение во всех ее аспектах, в том числе в этой сфере. Вот, собственно, эти, наверное, такие важные причины. Я уж не говорю о том, что инженеры всех во всем мире, они, в общем, всегда чувствуют некое родство. Это все-таки отдельная такая сфера деятельности, чувствуют родство, и общение друг с другом доставляет просто интеллектуальное и просто человеческое удовольствие. Очень важно, что это происходит в рамках высших учебных заведений, где, так сказать, в этой вот атмосфере взаимного сотрудничества, взаимного доверия, так сказать, развития связей подрастают новые специалисты. Это тоже крайне важный аспект. Поэтому я бы мог долго говорить на эту тему. Единственное, хочу отметить, что, видимо, правильно организаторы форумов выбрали такой путь, так сказать, на каждом форуме обсуждать какую-то отдельную сферу деятельности. Вот сейчас все внимание будет посвящено или уже посвящено энергетике. Это, наверное, позволяет, во-первых, собрать специалистов в этой сфере и в рамках форума сделать более насыщенным этот диалог и обмен мнениями. Наверное, в следующие годы будут какие-то иные темы, это уже как вы сами решите. Я единственное хочу пожелать счастливого пути в форме взаимодействия. Я хочу заверить вас, что все, что зависит от структур союзного государства, в данном случае Постоянного комитета союзного государства, мы будем оказывать всемирную помощь и поддержку такому взаимодействию. Спасибо.